Любовь, добрый день. Добрый день. Чем вы занимаетесь? Что за товар такой? Это у нас мед. Мед приехал на Карачаево-Черкесии. У нас замечательные места. Вот смотрите, если будет видно, я вам покажу. Наша пасека. Это достопримечательности, которые бывают. Приехали вечером, вода поднялась, ливень прошел, поднялись грунтовые воды. Такие вот бывают кочевые дела у пчеловодов. Вот наша стационарная пасека. Вот выездная пасека. Ездим в разные места. Топсинский район, на Каштаны, Талтубинал, Кирпичная, Марина, Лазаревская. Это там собираем каштаны. Там же и липу переезжаем уже на другое место, собираем липочку. То есть у вас здесь представлен разный мед, да? Разный мед. Разный мед. Так, а самый полезный какой мед? Вы знаете, меда все хороши. Допустим, каштан, он хорош для сосудов, укрепляет стенки сосудов. Для крови хорошо. Любой мед темного цвета, он содержит железо и очень богат важными микроэлементами. Так, есть акация, хороша для зрения. Тоже гляньте, как она замечательная, прозрачная. Вот в такой форме. Есть забрус. Забрус, если, допустим, вы не знаете, это соты, которые при распечатывании срезается верхний слой сот, крышечки сами. Это называется забрус. Он хороший консервант меда. Пчелы его заготавливают, специально запечатывают на зиму, для того, чтобы мед не кристаллизовался. И весной, даже проверяя весной, он будет жидким. Так, то есть мед это очень полезный, натуральный, ценный продукт. Полезный, натуральный продукт. Я правильно вас уразумел? Совершенно точно. Спасибо, Любовь. Вот. В забросе, кстати, еще очень много и прополис, и перга, и много полезных микроэлементов. Хорошо при простуде, при пищеварении не очень хорошем, хорошо для желудка. Спасибо за информацию. Если вам что-то интересно по пчеловодству, я вам могу рассказать процесс разведения маток. Так, я к вам подойду в следующий раз, если вы не против. Не против.